حي على الصلاة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. О те, которые уверовали, вам предписан пост, подобно тому, как он был предписан вашим предшественникам. Быть может, вы устрашитесь. Это цель поста. Мы постимся для богобоязненности. А что это такое? Что значит это слово? Какие значения оно несет? Умар бин аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, амир правоверных. Однажды он пришел к Убайе, да будет доволен им Аллах, и спросил: «О Убайе, что значит богобоязненность?» И Убайе ответил: «О амир аль-Муминин, о Умар бин аль-Хаттаб, если ты войдешь в долину, полную шипов, что ты будешь делать?» Умар, да будет доволен им Аллах, сказал: «Я постараюсь изо всех сил избегать этих шипов, постараюсь найти безопасный путь, безопасный проход, безопасную тропу, чтобы не повредиться». Подобно этому, мои братья и сестры в исламе, цель богобоязненности, ее значение – это избегать всего, что вредит моей религии. Богобоязненный человек, в жизни которого есть богобоязненность, это тот, кто делает все, что пречистый Всевышний Аллах и его пророк приказывают ему делать, и избегает всего, от чего пречистый Всевышний Аллах приказывает ему воздерживаться. Если у меня есть богобоязненность, я выбрал очень осторожный путь в моих отношениях с пречистым Всевышним Аллахом. Месяц Рамадан – это месяц богобоязненности. В этот месяц мы приобретаем богобоязненность. В месяц Рамадан пречистый Всевышний Аллах приказывает нам, избегать и воздерживаться от того, что обычно халяль дозволено для нас. Мы оставляем еду, питье, оставляем страсти, которые в другое время года дозволены нам. Пречистый Всевышний Аллах дает нам возможность сделать шаг к Нему через воздержание от того, что обычно халяль. Это заставляет человека укрепить свои отношения с Аллахом, Пречистым Всевышний. Это приближает человека к Аллаху, заставляет человека еще сильнее себя контролировать. Это учит тебя тому, что эти два очень-очень сильных инстинкта, эти две сильные страсти, которые Аллах создал в нас, еда и страсть, если я могу контролировать их, то определенно я могу избегать всего, что Аллах Пречист Он Всевышний приказывает мне избегать. В этом смысле Рамадан – это своего рода тренировочный лагерь. Человек начинает Рамадан на определенной ступени, а заканчивает Рамадан на совсем-совсем другом уровне и положении перед Аллахом, на более сильном уровне. Так наполните ваш месяц подчинением Аллаху, чтением Корана, поминанием Аллаха, выстаиванием тарауихов, ночных молитв в мечети, давать милостыню столько, сколько сможешь. И решительно избегать всего, что Аллах, Пречист Он Всевышний, запретил. Инша Аллах, это приведет к тому, что в конце месяца вы усилите свою богобоязненность, усилите праведность в своей жизни, измените отношения с Аллахом, Пречист Он Всевышний, снискав довольство Аллаха, принятие им ваших дел. Мы просим Аллаха Всемогущего принять наши старания в месяц Рамадан, чтобы Он усилил нашу богобоязненность и осуществил цель этого месяца. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خير.